Салем Дастар! Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам об одной семейной традиции. И эта традиция разделять наш мусор и сдавать на вторсырье, где бы мы ни жили. Мы сейчас живем в городе Алматы, и у меня была давно идея показать, как в Алматы можно собирать и разделять мусор, и главное, куда ее сдавать. Почему мы стали разделять мусор и сдавать на переработку? Но это, наверное, заложено было еще в нашем детстве, именно в моем детстве и в детстве мужа, когда мы с ним сошлись и поняли, что у нас одинаковые взгляды на жизнь, мы решили делать вклад в мир, в экологию и в природу, чтобы ее сохранить подольше для наших детей и для будущего всего мира. На первый взгляд может показаться, что разделять мусор очень сложно. Но мне кажется, главное найти место надежное, где принимают на ресайкл вторсырье, и они добросовестно все это сдают. Ну, например, мы собираем бумагу. У нас дети много рисуют, очень много бумаги, картона, это все доставки, например, собираются фасовочные пакеты, упаковки. Все это мы тоже в чистом виде отбираем и собираем у себя дома. Пластиковые бутылки, иногда без зазрения совести можно купить воду в бутылках. И мы же все равно сдаем. И, конечно же, стекло. Кроме этого, здесь можно сдавать алюминиевые банки, розетки. Моя рекомендация для тех, кто только думает и решается, это начать, например, с фасовочных пакетов. Пакетов у нас очень много в жизни, вот в магазине, где-то там, очень много пластика, и можно начать ее собирать потихоньку, потому что у каждого в доме есть пакет для пакетов. У нас она тоже есть, но мы ее сдаем на переработку. Я очень горжусь лично собой, что я, не переставая, где бы я ни жила, собирала вторсырье. Это стало такой привычкой, потому что у меня рука не поднимается просто так выбросить мусор. Я еще, честно признаюсь, засматриваюсь на людей, которые идут выбрасывать там картоны или чистые коробки или бутылки. Я реально их хожу, собираю и потом привожу и сдаю на переработку. Я искренне считаю, что дети – отражение своих родителей, и дети с нами всегда ходят на эти сборы, разделяем все вместе. И кроме этого я хочу отметить, что именно в Алматы есть классное приложение для телефона, где мы как игра, вот реально мы собираем баллы, там все видно, сколько мы сдали килограмма, что спасли, там, например, воды столько-то спасли, дерево, и это очень сильно вдохновляет. А когда мы жили в Астане, я испытывала сложности именно со сдачей вторсырья в Астане. Там не так централизованно, я, по-моему, об этом упоминала на видео, потому что там многие фракции не принимали или принимали только в правом берегу, и нам приходилось очень много ездить туда-сюда. Еще хочу сказать насчет батареек. Почему-то в Астане и в Алматы люди просто бросают очень много батареек просто в землю. Я их собираю и сдаю. Еще я хотела бы упомянуть то, что мы не только сдаем мусор, но и активные гражданские позиции мы держим. Ранее я в Якутске организовывала экологические женские забеги в защиту реки Лена. Когда мы жили в частном доме, то собирали в компосте еду, которую непригодна была, например. Я занималась еще восстановлением мебели, перекраской. Мне это очень нравилось. Но самое классное место, где мы сдавали на переработку, это была Москва. И напоследок хочу рассказать об особенных вещах в моем гардеробе. Это куртка моего отца. Эту куртку носил старший сын, и затем она перешла и в мой гардероб, и будет, наверное, еще кто-то носить ее, потому что куртка в классном состоянии. И также есть несколько особенных вещей в моем гардеробе. Это, например, тренч от моей бабушки, вообще из каких-то 70-х годов, и она в моем сердце.